Всем привет, дорогие друзья! Это Шижо, мой друг, однокурсник. Ну, ты расскажи сам, давай себе примерно. Ага, меня зовут Шиджао, я из Китая, учился тоже в МГЛУ. Мое хобби это играть на гитаре. Люблю петь под гитару. Сейчас буду петь вам одну китайскую песню, называется «Скучаю по тебе каждый день». Начинаем. 当我伫立在窗前，你越走越远，我的每一次心跳，你是否听见？当我徘徊在深夜，你在我心田，你的每一句誓言回荡在耳边。 隐隐约约，闪动的双眼藏着你的羞怯，加深我的思念。两颗心的交界，你一定会看见，只要你愿意走向前。 天天想你，天天问自己，到什么时候才能告诉你？天天想你，天天守住一颗心，把我最好的爱留给你。 天天想你，天天问自己，到什么时候才能告诉你？天天想你，天天守住一颗心，把我最好的爱留给你。 把我最好的爱留给你。Спасибо, очень круто. Песня называется «Я скучаю по тебе», правильно ты сказал? Да, каждый день. Примерно, про что слова там? Ну, перевод, примерные хотя бы. Когда я стою перед окном, да, смотрю, ты идешь дальше и дальше. Ты слышишь мое сердце, как это бьется, да? И когда я гуляю по ночной улице, я вспоминаю о тебе. Еще твоя каждая фраза, да, я вспоминаю сейчас. И, ну, дальше я скучаю по тебе сильнее и сильнее. А ты в каком году вообще в Минск приехал? Я в 2016 году. 16. Ты приезжал, ты русский знал или ты? Не знал. Вообще не знал, ты здесь знал. все научился? Да. Значит, хорошо преподают у нас. Да. А ты кроме китайского еще на каких-то языках поешь? Да, на русском. Давай я спою эту песню «Меладия». Красиво. Красиво. Давай. Первый день весны на краешке земли нечаянно мы встретились с тобой. Падал первый снег
к нам пришла весенняя любовь. Она была отчаянно красива. Первый день зимы на краешке земли нечаянно расстались мы с тобой. Падал первый снег, и розы отцвели. От нас ушла весенняя любовь. Но ты была отчаянно красива. Красива. Ты вошла в мою грешную жизнь. Красива. Ты вошла из нее. Но играя разбила мне, блин, забыл. Да, что-то ты. В прошлый раз ты ее пел очень хорошо. Да, забыл. Может, что-нибудь другое тогда? Другой? Давай это... А вообще, ты, получается, каждый раз сидел, учил вот эти русские песни? Слова, да. Слова, да, аккорды вот эти, да? Да. Районы давай, это районы, кварталы. Ой, давай вообще. Звери, да, это? Да, звери. Это лучше. Больше нечего ловить, все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Ярко-желтые очки, два сердечка на брюке, развеселые зрачки, свое имя на руке. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, красиво. У тебя все будет класс, буду ближе облака. Я хочу, как в первый раз, и поэтому пока. Ярко-желтые очки, два сердечка на брюке, развеселые зрачки. Я шагаю на реке. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, красиво. Вот еще никто не ждет, и никто не в дураках. Кто-то любит, кто-то врет и летает в облаках. Ярко-желтые очки, два сердечка на брюке, развеселые зрачки. Я шагаю налегке. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, красиво. Я ухожу, красиво. Антон, сколько тебе лет? Мне 24. 24 года. Получается, ты в Минск приехал 6 лет назад, получается, да? Да. 6,5. 19, Да, 18. У тебя столько песен про любовь, про расставание. Как я понимаю, ты с девушкой расстался. Да. А кто она была?
из Китая была девушка? Не, русская. Русская, да? Русская. То есть из Беларуси, белорусская получается, да? В детстве увлекался музыкой? Да, это моя мама, это была мечта ее, да, вот она не смогла добиться, и она заставила мне учиться на гитаре в школе. Музыку? Да, музыку, да, ну именно гитара. Я понял. То есть мама сама мечтала быть певицей? Она мечтала уметь играть на гитаре, да. То есть не получилось у нее, чтобы Да. ее сын хотя бы играл на гитаре. С удовольствием ходил или тебя заставляли? Да, заставляла, да. То есть тебе не нравилось? Не, я хотел веселиться с друзьями, Да. да, когда был в школе, да. Но сейчас не сожалеешь? Не, сейчас я очень благодарен ей. Да. Так и девчонкам нравится, правильно? Легко общаться с Ну, девчонками. и даже когда тебе скучно, да, вот не играть в компьютерные игры, ты можешь играть на гитаре. А вообще в Китае гитара это популярно? Да, популярно. Да. Теперь ты будешь сейчас петь свои песни, правильно? Да, Это, получается, который ты сам написал? Да, я сам написал слова и ноты. Да. Называется «Забыть». Забыть. Да, «Забыть». 曾经以为会有美好的结局，现在流下的却只有哭泣。我哭着满世界找你，你劝我别再努力。爱总在拥有的时候不曾珍惜。窗外飘雪，但谁清楚我内心？失去后，我懂了，你是唯一。有你陪的夜里不再寒冷，别再回去。相信与你的那点点滴滴，热泪弄伤了眼睛。但愿我不再像从前的那样，也愿你没有我陪不会迷惘。今后的日子，我们要是一天各一方，重新燃起对美好生活的希望。Еще один. Это, как я понимаю, парень любил девчонку и не может ее забыть. Это про мою историю. Про твою историю. То есть, чтобы ты забыл, то есть не можешь забыть девчонку, пытаешься забыть. Ну, я вот, как это, типа сейчас мы его не вместе, да, вот, да, в будущем я буду по своей пути, да, она по своей, типа вот так. Ну, забыть, да. Почему забыть? То есть ты пытаешься ее забыть в песне, правильно? Здесь слова о том, что я пытаюсь тебя забыть. Типа, да, прибив вот перевод, что я надеюсь, что я не буду как раньше. Ну, да, я надеюсь, желаю тебе, да, без меня не будешь потеряться. И в будущем мы должны привыкать, то есть друг с другом. Да. И снова взять надежду, да, еще сначала. Да. То есть это твоя история, правильно? Да. Это в Китае у тебя была девушка, как я понимаю, да? Или ты про здесь? Ну, здесь. Здесь. Да. То есть невзаимная любовь у тебя была, да? Да, еще второй припев, да. Через несколько лет, да, кто-то, я думаю, что кто-то будет с тобой, ну, появится у тебя в жизни, да, и надеюсь в том, что он сможет, как и я, вот, заботиться о тебе. Ну, сейчас я еще один живу, типа, да, либо как
бродяга. Да, бродяга. Да. И иногда вот, занебно вспоминаю о тебе. И мне необходимо стараться забыть. Красиво. Да. Так, значит, это на пользу, когда такие творческие люди, как ты, расстаются с девушками, такие песни рождаются, правильно? Да, написали. Да, вообще круто. А вот пришел, ты мне сказал то, что ты не понимал русский язык вообще, правильно? Да. Тебе было трудно? Было трудно, да. Потому что преподаватели говорила все время на русском. Да. Она, преподавательница, она не знает английский. Да, только русский. Просто, как я понимаю, у вас вообще другой менталитет. Нету вообще русского языка в Китае или есть кто разговаривает? Есть вообще у вас преподают русский язык в школах там? 99% мы учим, школьники учат английский. Ну, если 1-2% вот, учат русский. Или там русский, там французский, испанский. Это уже не обычная школа, а это уже школа, школа иностранных. Да, иностранная школа. Ты как его учил? Ты только вот по программе университета учил, или ты, может быть, общался с белорусами, чтобы тебе было легче? Я, честно, только 2 года, да, 2 года. На первом курсе очень много ходил. Потом я считал, что по программе, да, вот очень мало вот, я получаю. Потом я стал общаться с русскими, да, с местными. И когда я учил, да, я очень много смотрел сериалов российских, русских, да, фильмы, да. С субтитрами? Да, с субтитрами, да. Еще есть одна китайская песня, называется «Моя жизнь». Исполни, пожалуйста. Да. 生活时常一个人跌倒彷徨，但是绝对不能遗失希望。人生就像昨天的一场梦，陪你开始的人也未能陪你散场。女孩，你在哪儿？我努力寻找，也没能找到你在什么地方。未来到底是什么模样？我也只能带着更好的明天去想象。昨天我做了一个难过的梦，你最近准备回来，而我却要离开。放下过去，才能更好的向前，但也没有我们想象的那样简单。如今我明白都是我的问题，我能勇敢说出那句话，你也会同意。但愿以后我能变得勇敢，再次遇到这种困难，能够自己承担。Это типа вот жизнь, да, мы в нашей жизни мы часто иногда можем упасть, да, и не знаем, куда идти, да, и мы не должны потерять надежду. Да. И наша жизнь как вечеринка, да, или как с тобой, тот, кто с тобой
начали танцевать или научили тебя танцевать, да, он не значит, что он сможет танцевать с тобой до конца. Я понял, да, я понял. идти до конца, да. И, ну, типа, девушка, ты где? Да, я так стараюсь искать тебя, но в итоге не нашел тебя. И мое будущее, да, как выглядит будущее, я не знаю. Я только могу думать, да, хорошо думать, как выглядит будущее. Да, и вчера мне снился один сон, да, ты скоро возвращаешься в Минск, да, а я скоро уеду из Минска. Я как понимаю, это тоже ей посвящено. Да, Отчасти, да? Да, ну, жизни, да, тоже. То есть ты все слова сам пишешь? Да, и бросать, убрать в будущем. Вот мы только сможем вперед идти, чтобы хорошо вперед, да, лучше вперед. Ну, так же, не как мы думаем, так легко. Да. И сейчас я понимаю, что все это из-за меня. Если я смело сказал фразы, да, возможно, мы не будем расстаться. Я надеюсь, в будущем я стану смелым, да, и если еще встречаю такие вопросы, я могу справиться. Вот когда ты на китайском пишешь слова, исполняешь на китайском песни, когда на китайском поешь, наверное, там же смысл более глубокий, чем на русском языке. Да, глубокий, да. Там очень глубокий. Да, ну из-за того, что русский не еще так уровень еще не хороший, да, вот. Ну, поэтому понял, да, смысл уже меняет. Да, теряет. смысл, Да. Теряет. В китайском более глубоко, да. Я понял. Ты сейчас здесь работаешь, правильно? Да. В дальнейших планах оставаться здесь, в Минске, или ты домой поедешь? Потом я хочу еще поступить на магистратуру. Потом поработаю здесь, посмотрим. Да. Но я могу в любой момент вернуться в Китай. Да. А вообще, как тебе белорусские люди, культура белорусская, еда белорусская, как тебе? Ой, мне нравится, да. Я каждый день кушаю русскую кухню. Я китайскую кухню еду очень мало ем. А когда ты готовишь? Да, я готовлю. Готовишь китайскую еду или китайские блюда, или все-таки белорусские блюда? Я люблю кушать белорусскую еду, да. А готовишь? Могу готовить драники. Можешь, да? Да, драники, да, оладьи. Оладьи. Да, и что еще? Суп, щи. Щи. Да, с капустой. А здесь, то есть ты остался, работаешь, правильно? Да. В какой сфере ты работаешь? В логистике. Логистически? Да. Это цель, типа вы привозите Да. С Китая? Да. Мультимодальные перевозки. Это классно, Да, это очень классно. То есть русский язык тебе там помогает? Да, русский, да. Тут есть местные клиенты, которые хотят водить из Китая. То есть вы им помогаете поставлять что-то, да? Понятно.